посмотрели вашу сцену, зал. Зал, мне кажется, очень уютный. Жалко, что маловат, конечно, но с другой стороны, для этого города он хороший. Поэтому спасибо, что пришли. Давайте будем работать. Мы же на работе все. Вот. Будет ровно 2 вопроса, я знаю. Так что мы к этому готовы. Давайте, не стесняйтесь. А, кстати, Сергей Леонидович был в Печоре, да? Ну, не только же, наверное, в Печоре. Можно как раз вопрос у меня с этим Сергеем Леонидовичем и к остальным актерам. Прежде всего, бывали ли у нас прежде в Республике Коми? Если бывали, то где и какие остались впечатления? Это вы по туризму, в смысле, спрашиваете? Вот про Дмитрия, да. Дмитрий Я был Владимирович. когда-то в командировке на Печоре, на военном объекте, когда служил в армии. Давным-давно, был там недолго. Вот. До этого здесь больше не бывал. В Воркуте, не очень помню, может быть, когда-то и буду. Я в юности пролетал мимо вас так. Вот я ездил работать, когда был студентом, грузчиком в Заполярье или в Ухте. Помню, вот мы часто через Ухту летал. Какие впечатления остались? Вы про юность про мою? Да. От юности у меня впечатления хорошие остались. Я уже не говорю про металл. Я вообще-то здесь не был. Я здесь впервые. Да, я тоже в первый раз, но вчера... Вот один вопрос, сейчас еще один и все. Вчера, первый день мы приехали, и мы пошли, единственное, что мы по центру погуляли, и попали в Национальный музей. Вчера был ночь музея, и там были концерты. Ну, в общем, мы как-то... А я вчера ходил в ваш ресторан под названием «Гранат». Очень вкусно, хороший. В общем, я вчера видела только творческие коллективы детские. Ну, в общем, здорово. Вечер провели, выставку посмотрели. Ну, так, и центр. Я тоже первый раз. Да я тоже первый раз. Нет. Дмитрий Лукавый, Дмитрий Синяк. Сейчас он вам все расскажет. Я-то здесь учился в колледже культуры. Да. А потом все. Потом все. Да. Дим, ну расскажи, где ты родился. Нет, в Дим. Обячево. Родился в Обячево, потом в 2000 году поступил, учился здесь в колледже культуры имени Чисталева. Да? Вот. Все. А потом уехал в Москву. Мне Надежда Николаевна Ежинская сказала, нечего здесь тебе делать, езжай туда. И все. Вот. Сергей Леонидович, Да. из-за перепутки, скажите, пожалуйста, насколько трудно переключаться с кинематографа на театральную сцену? И мне кажется, что, наверное, существует в театральном коллективе некая ревность, когда вы покидаете подмостки и начинаете сниматься в сериалах, например. Но я имею в виду, что у вас не А ревность с чьей стороны? стороны коллектива. Или администрации театра. Ну, нет, вы знаете, такого момента ревности с точки зрения администрации. Ревность, скажем, какая-то от Галины Борисовны, она, конечно, существует, когда мы часто, скажем, там, как-то отпрашиваемся, но это даже нельзя называть ревностью. Это нечто другое. Но бывает такое, когда кто-то в ущерб делает в ущерб репертуару, но это не является, скажем, проблемой нашего театра. Поэтому на самом деле тут мне вам ответить нечего. Что касается такого момента переключения с театра на кино, его не существует. Если вы думаете, что это нужно как-то перенастроить себя как инструмент, на самом деле, ну вот, знаете, человек ездит на автобусе, работает, а потом домой едет на мотоцикле. Вот, ему нужно переключаться? Нет, вы знаете, это я сейчас должен был бы вам что-нибудь сочинить, какой-то неправда. На самом деле такого переключения не существует. Это совершенно разные два вида искусств, абсолютно, которые имеют три общих момента, мы скажем, там, текст, костюм и грим, и все. Вот. Но такого прям переключения, что вот на сегодня,
скажем, там, снимался в кино до 5 часов, а в 7 играть в спектакль, ну есть он? Ну нет. Еще я прочитала очень удивительное интервью о ваших взаимоотношениях с вашим сыном, с Иваном. Вот там какие-то есть очень интересные такие моменты, но не хотелось бы сказать, что Вы знаете, воспитательный момент. Вот, когда это не совсем корректно на этой пресс-конференции задавать вопросы о моем сыне. Да, конечно. Давайте, у вас больше, я знал, что будет 2 вопроса, что больше ничего не будет интересно. Вы подаете, что это такое большое событие, но это же событие не о моем сыне говорит здесь. Даже как-то смешно. Елена Красильникова, телеканал вопрос Елене Николаевне. Елена Николаевна, в следующий год будет театр. Как проект «Большие гастроли» будет расширяться, где изменяться? Так, большие гастроли по-прежнему будет заниматься гастрольной деятельностью, ничего не